Уважаемые коллеги, добрый день. Завтра день русского языка, Пушкинский день России. Поздравляю с наступающим праздником вас и всех наших филологов, русистов, славистов, преподавателей русского языка, литературы, всех, кто любит, ценит и бережет родное слово, гордится тем, что мыслит, говорит на одном из самых образных, богатых и выразительных языков мира. Языке, который объединяет многонациональный народ России, отражает наши духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность. На состоявшемся в ноябре прошлого года заседании Совета мы приняли решение о разработке основ государственной языковой политики. Этот документ призван обеспечить развитие и защиту русского языка как государственного языка России и как ключевой опоры, доминанты общероссийской гражданской идентичности. Создать дополнительные условия для сохранения и поддержки языков всех народов России и языкового многообразия, которое является национальным достоянием и историко-культурным наследием нашей страны. И, конечно, предстоит серьезно работать над укреплением позиции русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве. Знаю, что проект основ уже подготовлен. Сегодня Елена Александровна Ямпольская об этом подробно расскажет. Подчеркну, что среди основных задач государственной языковой политики повышение качества преподавания русского языка на всех уровнях общего и профессионального образования, а также внедрение единой сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы в школах, создание на ее основе единой линейки школьных учебников и учебных пособий. Принципиально важно последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые не обогащают, а напротив засоряют, коверкуют наш язык. Тем более, если те или иные термины давно имеют аналоги в русском языке. Да и в общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит, исторический алфавит кириллицу, а не кашу из латиницы и других символов. Наши писатели и классики еще в XIX веке иронизировали над таким подражательством. Безусловно, реализация основ должна способствовать улучшению владения русским языком и росту интереса к чтению. Книга – это неотъемлемая часть воспитательного процесса и семейных традиций. И книги для детей, которые открывают путь в мир большой классической литературы с ее высокими нравственными ценностями, должны быть доступны каждому. В этой связи, по аналогии с Пушкинской картой, которая дает возможность школьникам посещать музеи, театры, кино, выставки, предлагаю с 2026 года запустить программу «Детская книжная карта». Такие карты с номиналом в 3000 рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от 3 до 6 лет. Подчеркну, карту будет получать каждый ребенок по достижении им 3 лет, что очень важно для многодетных семей. Давайте сегодня вместе подумаем, как эта карта могла бы называться. Добавлю, что издания, которые можно будет приобрести с помощью детской книжной карты, должны отбираться признанными экспертами, известными литераторами, детскими психологами, специалистами дошкольного образования и воспитания. А издательствам, решившим участвовать в программе, надо будет ориентироваться на разумные ценовые параметры, чтобы номинала одной карты хватало на покупку не менее 10 книг. Уважаемые коллеги, на прошлом заседании мы говорили о правовом обеспечении языковой политики. Было дано поручение разработать новый закон о языках народов Российской Федерации, включающий официальный государственный реестр таких языков. Я прошу не затягивать работу. Речь о сбережении и дальнейшем развитии языков народов России, о возможности их системной поддержки со стороны государства,
о защите общего языкового пространства нашей страны. Кроме того, предлагаю учредить День языков народов России и отмечать его ежегодно 8 сентября, в день рождения Расула Гамзатова. Автор легендарных «Журавлей», он считал родными два языка. Аварский, на котором творил, и русский, благодаря которому его произведения обрели мировую славу. Уважаемые коллеги, одним из самых действенных инструментов продвижения русского языка и литературы и у нас в стране, и в мире является широкое и содержательное празднование памятных дат, связанных с гениями отечественной словесности. Так, прошедший 2024 год был посвящен Пушкину. Нынешний Сергею Есенину. В октябре исполнится 130 лет со дня его рождения. Началась подготовка и к 200-летнему юбилею Льва Николаевича Толстого, который мы отметим через 3 года. А еще в 2028 году исполнится 225 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева. Мы часто его цитируем. Умом России не понять, аршином, в общем, не измерить, но его наследие выходит далеко за рамки стихотворных форм. Публицист, государственный и политический деятель, дипломат, Тютчев был истинным патриотом, человеком образованным, широкомыслящим, мудрым. Обращаясь в одной из своих работ к европейцам, это была работа о отношениях России и Германии, но по сути он обращался ко всем европейцам. Он писал: «Россия готова уважать вашу историческую законность, но и вы со своей стороны научитесь уважать нас в нашем единстве и силе». Учитывая огромный вклад Федора Тютчева в нашу культуру, словесность, историю, философию, будет правильно, достойно отметить его юбилей. Я прошу коллег из администрации президента, из правительства подготовить проект соответствующего указа. Уважаемые коллеги, рассчитываю, что сегодня будут представлены дополнительные предложения по продвижению и популяризации русского языка, в том числе на наших исторических территориях, на Донбассе и в Новороссии. Кроме того, считаю необходимым продолжить обсуждение темы обновления фондов школьных и детских библиотек. И, как уже отмечал, поговорим о том, как продвигается работа по созданию единой государственной линейки учебников по русскому языку и литературе. Пожалуйста, я передаю слово Елене Александровне Пенковской. Прошу, господин. Спасибо огромное. Уважаемый Владимир Владимирович, в своем выступлении на параде в ознаменовании 80-й годовщины Великой Победы вы сказали: «Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество и завещали нам защищать Родину, быть сплоченными, твердо отстаивать свои национальные интересы, нашу тысячелетнюю историю, культуру, традиционные ценности, все, что нам дорого и что свято для нас». К таким, безусловным для каждого гражданина России ценностям и святыням относится и русский язык. И мы старались исходить из этого, Владимир Владимирович, работая над проектом «Основ государственной языковой политики». Да, проект документа нами совместно с коллегами из правительства, а также из аппарата Совета Безопасности Российской Федерации подготовлен. Вот он передо мной. Он согласован со всеми профильными ведомствами. Я надеюсь, что этот документ отвечает тем высоким требованиям, о которых вы сейчас сказали. Разрешите, уважаемый Владимир Владимирович, в ближайшее время передать вам проект «Основ государственной языковой политики» на ваше решение. Огромное спасибо за предложение учредить День языков народов России. Замечательно, что мы говорим об этом в канун Дня русского языка. Нет сомнений, что появление в государственном календаре еще и такого праздника придаст, конечно, новый импульс развитию литератур на языках наших народов, нашей великолепной переводческой школы, будет способствовать еще большему взаимообогащению самобытных национальных культур, которыми так богата наша Россия. Ну и, конечно, нет слов, чтобы поблагодарить вас, Владимир Владимирович, от всей души за решение о запуске социальной программы детской книжной карты. Это действительно событие. Я сама каждый вечер читаю дочке и знаю, как это объединяет, как благотворно воздействует на развитие ребенка, его речи, его фантазии, творческих способностей. Очень бы хотелось, чтобы теплая
русская традиция семейного чтения вернулась в каждый дом. Я вот даже недавно размечталась, если бы у нас на федеральных каналах, ну, примерно в половине 9 вечера трансляция прерывалась бы, ну, буквально 5-секундным напоминанием: почитайте своим детям. Это же такая уникальная теплая картинка, когда у тебя за плечом посапывает малыш, а в полумраке комнаты разносится лукоморье дуб зеленый, или усатый полосатый, или сказка народная. Но, правда, я боюсь, что такой социальной рекламы никогда не будет, потому что некоторое количество зрителей действительно выключило бы телевизор и пошло бы читать. Очень важно, что издания, которые могут быть приобретены на средства этой карты, останутся в семье. А на каждого последующего ребенка, как вы говорите, будет выдаваться такая же карта по достижении 3-летнего возраста. И таким образом получится, что в семьях, особенно в многодетных семьях, постепенно сложится целая домашняя детская библиотека, побуждающая к семейному чтению. Я уже имела честь вам докладывать, уважаемый Владимир Владимирович, о том, что при Российском книжном союзе появился экспертный совет по детской книге. Коллеги мне предложили его возглавить. Первое рабочее заседание Совета уже состоялось, и полагаю, что в том числе и этот Совет, а состав его, конечно, будет расширяться, может и должен заниматься экспертизой тех книг, которые можно будет приобрести на средства детской книжной карты. Вы абсолютно правы, когда говорите, что эти книги должны быть безупречными и с художественной, и с нравственной точки зрения. И, конечно, совершенно справедливое замечание, мне кажется, о встречных обязательствах, которые следует взять на себя книгоиздателю. Более того, я уверена, что такая карта, детская книжная карта, станет отличным стимулом развития для региональных издательств наших, многочисленных. А что касается названия, ну, осмелюсь предложить, может быть, «Золотой ключик». Золотой ключик, которым открывается для ребенка дверь в мир большой литературы. Ну, как вариант, вот такое предложение. Важнейшая тема — наследие Федора Ивановича Тютчева. Думаю, от имени коллег по Совету могу выразить нашу всеобщую радость по поводу того, что эта памятная дата не останется незамеченной на государственном уровне. Вы справедливо напоминаете о том, как велик вклад Федора Ивановича не только в русскую литературу, но вообще в развитие русской мысли, а также в укрепление международных связей России. Его жизненный путь свидетельствует о том, что можно быть одновременно и поэтом, и чиновником, и лириком, и публицистом. Вообще творец, который не противопоставляет себя государству, а сам с полной ответственностью несет тяготы государственной службы, а именно так прожил свою жизнь Федор Иванович Тютчев. Это очень важный, на мой взгляд, пример для творческой молодежи сегодня. Уверена, что все исследователи и хранители наследия Тютчева, кто смотрит сейчас нашу трансляцию, уже бросились составлять предложения в план будущих юбилейных мероприятий. Но кроме этого, наверное, не надо забывать, что Федор Иванович был очень ярким, живым человеком. И вся его биография от эвакуации ребенком из осажденной Москвы в августе 1812 года до его личной жизни, полной страстей и драматизма, мне кажется, могло бы стать основой для очень интересного художественного фильма, возможно, многосерийного. Пока за всю историю отечественного кинематографа ни одной игровой ленты, посвященной Тютчеву, до сих пор не снято. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте вкратце доложить про исполнение отдельных ваших поручений, данных по итогам предыдущего заседания Совета. Поручения стали для нас отличной навигацией. Мы стараемся продвигаться быстро и качественно. Полным ходом идет работа над единой государственной линейкой учебников по русскому языку и литературе. Мы поставили перед собой два главных вопроса. Первый. Для кого мы делаем учебники? Кто он? Ученик, который сегодня садится за парту, какой он, как мы можем завоевать его доверие. Учебники, конечно, должны наследовать лучшим отечественным традициям, но при этом быть в лучшем смысле этого слова современными. Ясно, что речь не о том, чтобы поменять «мама мыла раму» на «мама мыла Алису». Все гораздо сложнее и тоньше, но когда мы в 5 классе предлагаем детям выучить поговорку «не учась и лапти не сплетешь», я не уверена, что подобную мотивацию к учебе можно считать достаточной. Мы обратились, Владимир Владимирович, к нашим современным отечественным авторам, пишущим для детей. Пусть они попробуют свои силы в текстах для учебников по русскому языку. Чтобы все, что предлагается ученикам в качестве примеров, заданий, упражнений, несло в себе смыслы и ценности, выходящие за пределы безударных гласных.
Ну и второй главный вопрос. Ради чего мы делаем учебники? Какого человека, какого гражданина мы надеемся вырастить при помощи родного слова? Умение отличать метафору от гиперболы, ямпадхаре – это очень важно, но в первую очередь, нам кажется, надо научить юного человека отличать добро от зла. Вы помните, что нам с вами когда-то преподавали классовый подход к литературе. Разбудил декабристов, зеркало революции, Пушкин недопонял, Некрасов боролся с уродливыми проявлениями крепостничества. Крепостничество, спора нет, оно, конечно, уродливо, но, может быть, мы для целостности картины расскажем, как жили в то же самое время свободные рабочие в Англии. Вот тот же самый Тютчев цитировал непредвзятое мнение, что в Соединенном Королевстве существует по крайней мере 1 миллион людей, которые много бы выиграли, если бы их сослали в Сибирь. Наш с коллегами подход, уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Владимирович, можно назвать патриотическим. Исходим из того, что русская литература одна из величайших в мире, скромно так говорим, хотя, наверное, в самом деле наиболее великая, не противопоставляем русскую литературу русской истории, изучаем зарубежных авторов, говорим о выдающейся великой школе отечественного перевода, школе художественного перевода. То есть фокус постоянно на России задуман, он не смещается. Разумеется, предусмотрены метапредметные связи между курсами литературы и истории, и вот Владимир Ростиславович Мединский лично взялся нас в этом поддержать и эту часть работы курировать. Хочу особо отметить, что литература народов России по нашему плану должна быть представлена в каждом классе. Тукай, Карим, Кугультинов, Кулиев, Джалиль, Редхеу, тот же Гамзатов. Это еще далеко не полный список имен, и такой системности до сих пор в этом вопросе не было. А еще в Пушкинский день, позвольте мне особо подчеркнуть, накануне Пушкинского дня, что не может ученик старших классов перерасти Пушкина, остаться без Пушкина, как это происходит сейчас. Пушкин должен присутствовать в программе с 1 по 11 класса, его духовная эволюция, как мне кажется, для растущего человека очень важна. Мы считаем, что учебники должны быть достаточными, чтобы пробудить у ребенка интерес и любовь к родному языку, к родной литературе, а уж вопрос, который ставит эта литература, он будет решать всю свою жизнь. Тут учебниками одними, конечно, не обойдешься. И чтобы работа наша не была оторвана от живой школьной практики, мы при Совете решили создать экспертные органы, пригласить туда учителей русского языка и литературы из всех регионов нашей страны, чтобы они в этой работе нам помогали. Советом они, собственно, уже помогают. И хочу, конечно, поблагодарить наше Министерство просвещения, лично Сергея Сергеевича Кравцова за понимание этих подходов и поддержку нашей работы. С особой ответственностью, Владимир Владимирович, с особым трепетом подошли к подготовке нового букваря. Собственно, предлагаем вернуть первому учебнику название «Букварь», сейчас это азбука. Установить по стране единую дату прощания с букварем – это очень трогательный праздник, и для первоклашек он чрезвычайно важен. Адресуем это тоже нашим коллегам из Министерства просвещения. По вашему указанию, Владимир Владимирович, при Наццентре России создан совет по новому российскому художественному стилю, и вот одним из множества вызовов, где лучшие дизайнерские силы могут себя проявить, стало оформление будущего букваря. Мы же не забываем, что Родина начинается с картинки в твоем букваре. Несколько ведущих школ отечественного дизайна на наш призыв уже откликнулись. И позвольте мне продемонстрировать, какой праздничный, нарядный вариант и строгий при этом вариант обложки предложили нам наши коллеги из университета, Центра дизайна университета имени Косыгина. Мне кажется, что такого красивого букваря у нас не было давно. Вот, не знаю, куда лучше показать, чтобы все увидели. А может быть, на самом деле, и никогда не было. Позвольте попросить вас, уважаемый Владимир Владимирович, на первой странице будущего букваря, букваря из единой государственной линейки учебников, обратиться к каждому первокласснику. Да, 1 сентября большинство из них ваше напутствие прочтут учителя, родители, бабушки, дедушки, но чуть позже ребенок перечитает ваши слова сам, а вот эта гордость от того, что к нему, лично к нему обратился президент страны, она, конечно, останется и сделает начало школьной жизни, я уверена, еще более торжественным. Если вы сочтете возможным, мы бы вас очень об этом попросили. Теперь должна честно признаться, что не все ваши поручения нам удалось выполнить в срок.
Справедливо вы отметили, что медленно продвигается работа над новым законом о языках народов Российской Федерации. Но вот буквально на днях очень плотно с Валерием Николаевичем обсуждали Фольковым этот вопрос, договорились, что форсируем работу. Совет со своей стороны уже 2 редакции законопроекта предложил, но тут головной исполнитель Минобрнауки, ответственно является правительство. Безусловно, общий язык нами найден. Поэтому я думаю, что мы в ближайшее время эту работу активизируем и успешно ее завершим. Аналогичная проблема у нас с принятием законодательной инициативы, ограничивающей засилье латиницы и англицизмов. Законопроект пока принят Государственной Думой только в первом чтении. Не скрою, что с разных сторон предпринимаются попытки вывести различные сферы из-под действия закона данного, например, рекламу, например, коммерческие обозначения. То есть все-таки максимально латиницу вокруг нас сохранить. Мы такую позицию считаем ошибочной, при этом свои подходы постоянно и разъясняем, и отстаиваем, с коллегами находимся в диалоге, очень рассчитываем, что дело будет доведено до конца. Зато с опережением, уважаемый Владимир Владимирович, выполнено ваше поручение по созданию мобильной игры «Скажи по-русски», которая как раз и направлена на то, чтобы молодежь могла на практике оценить уникальные преимущества родного языка, потому что, да, конечно, английский емкий. Английский емкий, удобный, я его обычно сравниваю с лапшой быстрого приготовления. Кипятком залил, вот у тебя в одном сразу масса значений. А русские слова – это натуральные ингредиенты, из которых получается сытное, вкусное и полезное блюдо. Английский он для тех, и ароматное блюдо, скажу еще, благоуханное. Английский он для тех, кто торопится, а русский для тех, за кем вечность. Благодаря Российскому обществу знаний, социальной сети ВКонтакте и Институту русского языка имени Пушкина игра в тестовом режиме запущена. Максим Алексеевич Древаль сегодня об этом готов чуть подробнее доложить, рассказать, что это за игра, как и о ходе всероссийского конкурса «Родная игрушка», который мы проводим по вашему поручению. Вот только что запустили 3-й, уже финальный этап игры. И среди проектов финалистов есть и связанные с русским языком, и с языками народов России. Очень живо и неформально начала возрождаться традиция чтецких программ для школьников, тоже в соответствии с вашим поручением. Евгений Владимирович Князев нам хотел сегодня об этом доложить. И очень коротко о некоторых новых предложениях. Если одобрите, мы их тоже возьмем в работу. Первое. В нашей стране сейчас уделяется огромное внимание воспитанию подрастающего поколения. Вы 19 мая подписали распоряжение о формировании межведомственной рабочей группы по воспитанию детей и молодежи. Мне кажется, что уважение к моим коллегам по совету, что уважение к языку, интерес к доброй полезной книге надо начинать воспитывать как можно раньше, начиная с детских садов, с дошкольного образования. И вообще, мне кажется, что система дошкольного образования – это прежде всего система воспитания, именно воспитательный компонент должен стать ее краеугольным камнем. Не зря Сухомлинский говорил, что годы детства – это прежде всего воспитание сердца. И если вы позволите, то в рамках межведомственной рабочей группы мы соответствующие предложения подготовим. Второе. Предлагаем в Национальном центре России, который создан в соответствии с вашим указом, а равно в его будущих филиалах предусмотреть пространство, посвященное русскому языку. Вот у нас сегодня Лилиана Вячеславовна Воронова из Дальневосточного федерального университета расскажет, насколько такая площадка востребована во Владивостоке, где осенью нынешнего года должен открыться первый филиал Национального центра. Мы посчитали, Владимир Владимирович, сейчас на всю страну не наберется и десятка музеев русского языка. Русского языка, кириллицы. За исключением музея славянской письменности в Москве на ВДНХ, все остальные маленькие, очень скромные, школьные, либо частные. Например, есть музей русского алфавита, созданный силами энтузиастов в селе Белокурье Алтайского края, в 100 километрах от малой родины Шукшина. Мы, конечно, со стороны Совета постараемся таким подвижникам помогать, но я уверена, что команда Наццентра сможет сделать пространство русского языка по-настоящему и увлекательным, и творческим, и интерактивным, интересным и для наших граждан, и для гостей страны. И в заключение, уважаемый Владимир Владимирович, позвольте предложить провести в нашей стране конкурс песенной поэзии. Прекрасно, что у нас столько любимых песен, которые передаются из поколения в поколение, но ведь мы гордимся не только нашим прошлым, мы гордимся и тем временем, в котором нам выпало жить. Вот наш коллега по совету, Александр Алексеевич Шаганов, замечательный поэт-песенник, готов возглавить жюри конкурса. Он своим видением сегодня поделится. А я бы предложила
присвоить конкурсу имя незабвенного Николая Николаевича Добронравова, а в почетные председатели жюри пригласить Александру Николаевну Пахмутову. Признаюсь, что уже проговорили с ней такую возможность, и Александра Николаевна сердечно откликнулась. Наградой победителям могут стать песни, написанные на их стихи композиторами нашими, известными и молодыми. И я почему-то уверена, что среди финалистов конкурса будет немало наших воинов, участников специальной военной операции, потому что защита Родины – это, наверное, высшая форма поэзии, которая вообще человеку доступна. Спасибо вам огромное за внимание. Разрешите передать слово коллегам? Пожалуйста. Пожалуйста, коллеги, Максим Алексеевич Древаль. Уважаемый Владимир Владимирович, здравствуйте. Разрешите доложить о статусе реализации 4 ваших поручений по итогам прошлого заседания Совета. Во-первых, по вашему поручению Общество знания и Движение первых запустили и реализуют всероссийский конкурс «Родная игрушка». Елена Александровна возглавила организационный комитет. Я очень рад, что именно она осуществляет общую координацию конкурса. Благодаря конкурсу более 28 тысяч идей новых отечественных игр и игрушек было собрано. Что важно, многие из них подавались не производителями игрушек, а людьми самых разных профессий, педагогами, родителями или даже самими детьми. Более 3000 идей именно ребята нам направили. Сегодня по итогам 2 этапов 62 проекта прошли финал конкурса. Важно, что многие из них вначале были просто задумками, но благодаря наставникам, благодаря экспертам, специалистам в сфере воспитания, технологам, методистам, все они превратились в полноценные, подробные модели, которыми уже интересуются многие производители. Игрушки получились разные, но все они содержат в себе историю, культуру, традиции и ценности нашей страны. Ну, например, это конструкторы и технологические игрушки о достижениях нашей страны в космосе, атомной промышленности и других сферах. Или настольные игры, погружающие нас в историю России. Или, например, это куклы в традиционных народных костюмах. Конечно же, это игрушки о великих деятелях прошлого и героях современности, военнослужащих, врачах, спасателях. Кстати, одну из таких серий игрушек, «Юный герой» она называется, разработал профессиональный военнослужащий, участник специальной военной операции Константин Савельев из Мурманской области. Конечно, многие игры, игрушки посвящены русскому языку. Например, один из таких проектов помогает знакомиться с редкими русскими словами. Но что самое интересное, этот проект придумал и реализует вместе со своей мамой 7-летний Данила из Саратовской области. Огромный путь прошли участники конкурса. Но прежде чем игрушки окажутся в руках детей, участникам предстоит пройти еще несколько этапов, где, безусловно, им потребуется существенная поддержка. Впереди их ждет прототипирование, еще одно испытание и оценка семьями и экспертами. Безусловно, производство первых тиражей, популяризация и распространение этих игр и игрушек. Мы, кстати, считаем, что очень важно в этом контексте, чтобы победители данного конкурса, игры, которые победят, оказались в перечне средств обучения и воспитания в дошкольных, а также общеобразовательных организациях. Ну и в целом, Владимир Владимирович, если вы поддержите, мы готовы переходить к следующим этапам конкурса. Второе, о чем хотел сказать, это игра «Скажи по-русски». На прошлом совете Елена Александровна предложила идею создания игры, которая бы повышала интерес молодого поколения к русскому языку. А вы тогда поручили разработать предложение по реализации такой игры. Ну вот я рад доложить, что Общество знания вместе с компанией ВК и Институтом русского языка имени Пушкина запустило пилотную версию такой игры. Цель – показать молодым людям, насколько красив и богат русский язык. Механика очень простая. Нужно заменять англицизмы на русские слова, тем самым расширяя свой словарный запас. Делая это быстро и точно, ребята зарабатывают очки, соревнуются друг с другом и повышают свой уровень. Кстати, каждый уровень в игре, он посвящен одному из героев русских сказок. Так молодые люди могут пройти путь от Колобка до Ильи Муромца, а девушки от Жихарки до Елены Премудрой. Игра существует в пилотном режиме, мы тестируем ее, но уже в ней более
100 тысяч игроков. Это говорит о том, что это очень правильное время, очень высокий интерес и большой потенциал у игры. Поэтому, если вы поддержите Владимир Владимирович, мы готовы дальше развивать и масштабировать данную игру. Третья часть моего доклада посвящена вашим поручениям касательно школьных библиотекарей и школьных библиотек. Мы вместе с Министерством просвещения готовим к запуску два конкурса. Конкурс профессионального мастерства школьных библиотекарей и конкурс на определение самых читающих школ. Оба финала конкурсов мы планируем провести в рамках форума, Всероссийского форума школьных библиотекарей, который проведем уже в декабре этого года. Ну и в завершение хочу сказать о вашем поручении возродить практику чтецких программ. Мы вместе с Министерством просвещения хотим до конца года создать как минимум 1000 чтецких клубов, и я очень рад, что практически все члены Совета активно включились в реализацию данной программы, а Евгений Владимирович Князев фактически стал идейным вдохновителем возрождения вот такой практики чтецких программ. На этом, Владимир Владимирович, свой доклад заканчиваю. Максим Алексеевич, а как это будет выглядеть, это чтецкие программы? Как это будет работать на практике в жизни сегодня? Да, Владимир Владимирович, смотрите, мы хотим поддержать открытие чтецких клубов в школах. Общество знания поддержит методически работу этих чтецких клубов, то есть мы поможем с рекомендованными темами, о чем поговорить, какую литературу использовать, дополнительный видеоконтент. Часто это могут быть библиотеки. Ну и что самое важное, общество знания даст возможность школам, этим клубам пригласить к себе различных актеров, писателей, людей, которые могут вместе с ребятами провести эти поэтические чтецкие вечера. Понял. Хорошо. Хорошая программа, хорошая идея. Спасибо. Спасибо. В таком случае, Владимир Владимирович, может быть, разрешите дать слово Князеву Евгению Владимировичу? Мы тогда эту тему, да, не будем разбивать, а сразу ее продолжим. Евгений Владимирович. Максим Алексеевич, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. На прошлом заседании, уважаемый Владимир Владимирович, вы в своем вступительном слове отметили, что еще в недавнем прошлом были популярны, востребованы чтецкие программы, когда известные актеры и чтецы профессиональные исполняли литературный материал. И предложили возродить эту практику, прежде всего в школах, колледжах, чтобы ребята слышали, знали эталонное звучание русской речи и с юных лет воспитывали в себе красоту и образное богатство русского языка. И вот вместе с обществом знаний, уже Максим Алексеевич об этом сказал, мы взялись за выполнение вот этого поручения. Я напомню, что я могу от самого себя сказать, что в Советском Союзе чтецкие программы доказали свою эффективность, и в том числе и в школах. И вот тогда позвольте доложить, что возрождение практики чтецких программ в организациях, в образовательных организациях уже начнутся с 1 сентября 2025 года. То есть мы хотим начать в начале нового учебного года. И возглавляемый мною театральный институт имени Бориса Щукина стал основным из партнеров этой программы. Так, Российским обществом знаний совместно с Министерством просвещения России запланировано создание в школах, колледжах чтецких клубов как пространств развития читательской грамотности и интереса к литературе. И до конца этого нынешнего года, как сказал Максим Алексеевич, мы готовы открыть свыше 1000 таких клубов по всей стране. И причем все это будет обеспечено методическим, сопровождено методическим обеспечением. Это могут быть как отдельно созданные клубы, а также совместно со школьными театрами, когда на предыдущем совете также вами было предложено продолжать работать школьным театром, и мы вместе с движением «Первым», Министерством просвещения и Департаментом
воспитания администрации президента продолжили эту работу. В каждом регионе России будут проведены литературные встречи. Участники будут читать и обсуждать прозаические поэтические произведения. Приглашенные артисты, в свою очередь, проведут какие-то мастер-классы для школьников, выступят с чтением произведением. И все это мы уже сделаем в текущем году, который вот начнется учебный год. Кстати, мы закладываем еще такой воспитательный компонент, что в лучших чтецких клубах, как бы далеко эти клубы не находились, туда и приедут, и выступят ведущие артисты со всей страны, тех, которых, может быть, даже они сами выберут и захотят, чтобы к ним приехали. И важно, чтобы актеры наших региональных и муниципальных театров готовили программы по лучшим произведениям отечественной и мировой литературы, выезжали с ними в школы, колледжи. И это, несомненно, потребует такой организационной поддержки как от региональных министерств, так и от Министерства культуры Российской Федерации. Не каждая школа может позволить себе пригласить себе актера чтецкой программы, и было бы здорово, если бы такие выезды артистов для образовательных организаций, они стали бы бесплатными. И вот такое у нас предложение. Давайте мы запустим эту программу, посмотрим, как она работает, все подсчитаем, и если поймем, что требуется какая-то поддержка, еще раз, уже с вашего позволения, мы с этим вопросом выйдем на Госсовет. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я хочу поздравить всех нас с наступающим Днем русского языка, Пушкинским днем. Завтра, 6 июня, в Пушкинских горах на Псковщине мы проводим мероприятие в рамках всероссийского проекта «Школьная классика». Среди прочего, участники прочитают отрывки из произведений российских и зарубежных писателей. Это невероятно. И там будет одно из вот таких стихотворений, которые я хотел бы сейчас воспроизвести. Много слов на земле, есть дневные слова, в них весеннего неба сквозит синева. Есть слова, словно раны, слова, словно суд, с ними в плен не сдаются и в плен не берут. Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести. Словом можно продать и предать и купить, слово можно в разящий свинец перелить. Но слова всем словам в языке нашем есть. Слава, Родина, верность, свобода и честь. И вот такие стихи завтра в Пушкинских горах один из молодых людей будет читать. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо большое. Пожалуйста, Лилиана Вячеславовна Воронова. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемая Елена Александровна, дорогие коллеги, добрый день. Позвольте сердечно поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за предоставленную возможность поделиться предложениями в области продвижения, поддержки, популяризации русского языка в современном мире. Я живу во Владивостоке, работаю в Дальневосточном федеральном университете, больше 25 лет преподаю русский язык иностранцам, обучаю российских и иностранных магистрантов методике преподавания русского языка как иностранного, занимаюсь популяризацией русского языка и русской культуры в мире. Много мероприятий было проведено с коллегами за рубежом, фестивалей, конкурсов, олимпиад, конференций, мастер-классов. В разных странах я общалась с людьми, которые испытывают искреннюю любовь и интерес к России. И говорила я с ними только на русском языке. На протяжении всей своей профессиональной деятельности я мечтала о создании
центра, в котором можно было бы показать всю красоту нашего великого русского языка, представить русский язык через культуру и менталитет нашего народа и рассмотреть с помощью русского языка, раскрыть с помощью русского языка наши ценностные ориентиры и идеалы. Горячо поддерживаю предложение о создании на базе Национального центра России и его филиалов в субъектах Российской Федерации многофункциональных пространств, где будет звучать русское слово. Красивое, выразительное, музыкальное, вдохновляющее. Например, в филиале во Владивостоке это пространство можно было бы назвать «Русское слово на Тихом океане». Все знают, что город Владивосток и весь Приморский край очень привлекателен для туризма в силу выгодного географического положения среди иностранных и российских граждан. Например, в Китае Владивосток называют восточной столицей России. И сегодня туристы едут в нашу необъятную страну не столько за впечатлениями, сколько за знаниями. Иностранцы, не владеющие русским языком, посетив Россию, как правило, стремятся вернуться к себе на родину с некоторым запасом выученных русских слов и представлением о русском языке. Поскольку я много лет работаю с иностранцами, знаю, что для иностранца знакомство со словом, с русским словом, это всегда большая работа, потому что иноязычное слово нужно понять, почувствовать, а впоследствии научиться искусно использовать, употреблять в русской речи. И такое знакомство часто становится для иностранцев стимулом, мотивом к получению образования в России, а в дальнейшем, возможно, и к жизни в понравившемся российском городе. В настоящее время в Дальневосточном федеральном университете, где я работаю, учится около 4000 иностранных студентов, магистрантов, аспирантов. Все они изучают русский язык, в том числе через культуру. Они с удовольствием посещают музеи, театры, национальные парки. И я уверена, что пространство, посвященное русскому языку, будет очень востребовано и российской, и иностранной молодежью, и не только. Здесь речь идет о пространствах, в которых можно будет, пространство с интерактивными возможностями, в которых можно будет проводить мероприятия, освещать события в самых разных форматах. Это могут быть выставки, это могут быть лекции, мастер-классы. Главное, чтобы все мероприятия были интересными и прежде всего были для детей и молодежи, потому что наш русский язык, он тоже очень интересный и разнообразный. В оформлении пространства, я думаю, следует отталкиваться от того, что есть только в русском языке, в отличие от других языков. Например, в русском языке 236 окончаний, а в английском языке только 3. Я думаю, что очень познавательно и интересно будут смотреться концепты «род», «народ», «родина». И я хочу сказать, что очень люблю букву «ё». И я считаю, что мы должны ей уделить соответствующее внимание как нашему национальному достоянию.
Я думаю, что этикет можно красиво подать. Глаголы движения с фразой Юрия Алексеевича Гагарина «Поехали». Можно представить региональную лексику и показать особенности русского слова в Азиатско-Тихоокеанском регионе. У нас в русском языке очень интересная сочетаемость слов. Например, облака плывут, лед тронулся, книга вышла, грибы пошли. У нас идут часы, годы, снег, дождь, поезд. И что значит 7 пятниц на неделе, лето на носу, руки не доходят. Или, например, ждать у моря погоды. И поскольку работаю с иностранцами, знаю, как тяжело иногда бывает объяснить фразы из художественных фильмов, которые мы часто используем в речи. Например, «Пусть железо не отходя от кассы», «Я не трус, но я боюсь» и так далее. И это все, Владимир Владимирович, наш сложный и увлекательный русский язык. В своих выступлениях, Владимир Владимирович, вы не раз подчеркивали, что русский язык как средство цивилизационной идентичности формирует и поддерживает и обеспечивает национальную безопасность Российской Федерации. Я уверена, что центры русского языка в регионах будут этому способствовать. Благодарю вас, уважаемый Владимир Владимирович. Спасибо вам. Очень интересно вы рассказывали. И направление очень важно. Согласен. Сделаем все, чтобы вас поддержать. Хороший. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, вы отдельно коснулись направления поддержки русского языка на наших исторических воссоединенных территориях. Позвольте, я сейчас предоставлю слово Александру Николаевичу Радикову. Пожалуйста, Александр Николаевич. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Я хочу вначале реализовать свою давнюю мечту и выразить вам свою личную благодарность за март 2014 года и за возможность жить в родной стране и говорить на родном русском языке беспрепятственно и без каких-то препонов. Мне кажется, что идеально вот это чувство и мое, и всех крымчан написал поэт-патриот Анатолий Пшеничный. У него есть такие стихи «Работа над ошибками». Там есть такие строки. «Нам вопрос этот не на засыпку. За отцов отвечают сыны. Мы сумели исправить ошибку. В слове «Крым» снова пишется «и». Вот отдавая отчет себе, насколько важен русский язык для самого существования нашей страны, и благодаря вас за то, какое огромное внимание вы уделяете этому вопросу, я хочу рассказать вам о съезде русистов Республики Крым, который мы начали проводить в 2015 году с целью объединения и поддержки тех учителей русского языка, которые во времена, скажем так, черные для русистики, в украинские времена, не изменили своему предназначению и остались русистами и по призванию, и по своей основной деятельности. Этот съезд проходит с 2015 года, уже 10-й съезд в этом году у нас будет. Поддерживает нас в этом отношении Сергей Аксенов. Говорю это не просто для проформы, он действительно нас очень поддерживает, спасибо ему за это. И сегодня съезд наш стал, без преувеличения, авторитетным событием, в котором мы обсуждаем проблемы и преподавания русского языка в Крыму, и его функционирования, и способствует развитию, в том числе и борьбы за русский язык, в том отношении, о котором вы сказали, борьбы с заимствованием и так далее и тому подобное. Я приглашаю на этот съезд очень известных ученых, специалистов, в том числе в разных областях и лингвистики, и литературоведения. Особое внимание уделяем и ЕГЭ. Каждый год это очень интересует наших учителей. Я очень горжусь тем, что в работе первого съезда принимала участие, благословила нас выдающийся наш русист Людмила Васильевна Вербицкая. Я очень за это благодарен и думаю, что это дало хороший нам такой толчок для дальнейшей нашей работы.
В последние годы география наших участников расширяется за счет исторических наших территорий, к нам присоединившихся. В этом году у нас были херсонцы, в прошлом году у нас были херсонцы. И наш институт очень активно сейчас занимается повышением квалификации херсонских учителей. В этой связи мне кажется, что пришла пора внести необходимые такие коррективы в проведении этого мероприятия, который все-таки доказал, с моей точки зрения, свою состоятельность и свое значение. И мы обращаемся к вам с просьбой поддержать идею масштабирования нашего съезда и с 26 года провести не съезд русистов Республики Крым, а съезд русистов наших освобожденных, исторических территорий. Учителя русского языка и литературы сегодня, я думаю, играют особо важную роль и в Донецкой, и в Луганской Народной Республике, и в Запорожской, Херсонской областях. И те проблемы, которые у них сегодня возникают, мы в 2014 году узнали и научились их преодолевать. Мне кажется, что в программу съезда должна в обязательном порядке войти насыщенная и обширная экскурсионная программа. В одном из своих выступлений вы когда сказали, что есть жители Украины, которые не верят в существование Крымского моста. Вот я думаю, что как можно большее количество людей должно увидеть реальность Крымского моста, Нового Херсонеса, Тавриды и всех тех позитивных изменений, которые произошли в нашем Крыму с вашей поддержкой. Я очень верю, что вот эта борьба за право говорить на русском языке, использовать его в своей повседневной жизни, она объединяет нас с теми людьми, которые сегодня живут на этих наших исторических территориях. И я уверен и положу на это все свои усилия, чтобы наш съезд в новом формате стал работать на эту великую и очень плодотворную идею. Спасибо. Спасибо большое. А у нас вот из Херсонского технического университета есть Татьяна Игоревна. Да. Пожалуйста, Здравствуйте, Владимир коллеги. Владимирович. Да, поддерживаю. Уважаемый Владимир Владимирович, к вопросу очень важному, который вы затронули, детские и школьные библиотеки. Разрешите Марии Александровне Веденяпиной я слово передам. Сеть детских библиотек. Пожалуйста, Мария Александровна. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, я позволю проинформировать вас о реализации некоторых поручений, которые вы дали по итогам проведенного 5 ноября заседания Совета. И одно из этих поручений было оказывать содействие в организации и проведении книжных фестивалей, ярмарок, включая ежегодное проведение Всероссийской недели детской книги. И вот хочу доложить вам, что в этом году Всероссийская неделя детской книги была проведена в конце марта, была приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Благодаря вашему поручению в нынешнем году этой старейшей просветительской акции удалось придать поистине всероссийский масштаб, потому что в этой акции участвовали все 89 регионов страны под единой символикой, и это было действительно таким значительным событием и достижением. Кроме этого, открытие самой Всероссийской недели детской книги прошло 22 марта в колонном зале Дома Союзов. В том самом месте, где в первый раз книжкины именины открывались в 1943 году, в далеком военном 1943 году, когда детские писатели встречались с юными читателями, и каждый из ребенок, уходя после этого замечательного концерта, уходил оттуда с книгой. В рамках недели детской книги действительно состоялось очень много встреч с детскими поэтами, писателями, художниками, иллюстраторами. Проводились мастер-классы, лекции, театрализованные чтения, были показаны фильмы, мультфильмы. И хочу сказать, что это вызвало огромный интерес и детей, и родителей. Могу сказать, что только в нашей библиотеке мы приняли 11 тысяч посетителей, а 870 тысяч присоединились к нам в режиме онлайн.
Уважаемый Владимир Владимирович, еще одно поручение, которое вы давали, касалось мониторинга состояния библиотек, детских библиотек и библиотек, обслуживающих детей. И хочу сказать, что совместно с Министерством культуры мы такой мониторинг провели и опросили практически все библиотеки Российской Федерации во всех субъектах. Я бы сказала, что это не мониторинг, а некое исследование, потому что каждая анкета для каждой библиотеки содержала 93 пункта, на которые библиотеки отвечали, и касалось это всего. То есть состояние библиотек, материально-техническая база, фонды, кадры. И получили мы вот такую картину, в которой определенные, конечно, сложности имеются. И в основном эти сложности связаны с библиотеками в малых городах и сельских поселениях. Хотя 82% всех библиотек находятся именно в таких маленьких поселениях или малых городах. Поэтому вот что касается фондов библиотек, то, конечно, благодаря, опять же, вашей поддержке и возвращенным государственным трансфертам на комплектование библиотек, только за прошлый год библиотеки детские получили 5 миллионов новых книг. 46% – отличная цифра, и именно благодаря Министерству культуры, которое выпустило такое распоряжение, что не менее 40% из приобретаемой литературы должно быть детской, все-таки детские книги составили вот такой большой процент в пополнении фондов. Хочу сказать, что, опять же, возвращаясь к предыдущей своей проблеме, эти книги получают далеко не все. То есть трансферты идут в субъект, но вот те самые маленькие библиотеки в малых городах и сельских поселениях эти книги не получают. У нас получилось по нашему вот этому исследованию практически 5-я часть сельских библиотек не получили ни одной книги за прошлый год. Хочу в этой связи попросить предпринимать дальнейшие шаги по обеспечению стабильного комплектования и вести определенную систему контроля за использованием трансфертов и региональных денег на комплектование библиотек для того, чтобы дети в самых отдаленных территориях, в самых маленьких городах и сельских поселениях имели доступ к качественной литературе. И вот тут я еще бы подчеркнула, что необходимо ввести систему контроля за тем, что покупается на государственные деньги. Потому что не важно количество экземпляров, приобретенных библиотекой иногда, а важно то качество книг, которые библиотеки покупают. В заключение я хотела бы от всех библиотек детских, которые обслуживают детей, поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за то, что вы уделяете этому вопросу внимание. И я бы сказала, что ситуация, она коренным образом меняется. Я думаю, что кто-то из членов Совета может обратиться к вам с аналогичным предложением относительно школьных библиотек, потому что и фонды школьных библиотек нужно пополнять, необходимо пополнять. Поэтому, если будет такое поручение, может быть, можно объединить такие необходимости как публичных библиотек, так и школьных библиотек. Еще раз позвольте вас поблагодарить за внимание к этой, может быть, узкой, но очень важной сфере, потому что все начинается с детства.
И особенно, конечно, я просто была поражена и благодарю вас за введение и за одобрение детской книжной карты. Это очень важно, потому что, несмотря на то, что все мы здесь представляем учреждения, библиотеки, школы, вузы, я хочу сказать, что все начинается с семьи, и первую книгу ребенок берет и слышит из уст матери, отца, бабушки и дедушки. Спасибо вам большое, спасибо за внимание. Спасибо. Вот эти трансферты, о которых вы сказали, они по линии какого ведомства идут? По линии какого? По Министерству культуры Российской Федерации. Да, вот надо, у нас министр на связи тоже. Ольга Борисовна, можете? Да, я здесь. Да. Да, можете что-то прокомментировать из того, что было сказано? Я позволю себе прокомментировать, Владимир Владимирович, дорогие коллеги, именно в свое время выступление Марьи Сергеевны, посвященное нехватке в библиотеках литературы, стало поводом для вашего поручения. И с 2021 года у нас началась программа, было выделено 500 миллионов рублей в год, которая позволила начать работать в этом направлении. Потом мы действительно определили вот этот критерий, чтобы не меньше 40% было детской литературы, потому что в первые 2 года, конечно, руководители библиотек бросились, обращались за самым насущным, и в том числе литературы для старшеклассников, неклассного чтения и так далее. Детская литература запрашивалась меньше. Сейчас это позволяет в том числе обращать внимание и решать эти проблемы. И для нас очень важно, что с 2026 года эта сумма средств увеличена, и она составит 640 миллионов рублей. Но мы, наверное, должны сказать о том, что в нашей стране самая большая в мире сеть библиотек, 42 тысячи библиотек существует в нашей стране, и буквально каждая 10-я библиотека на планете Земля, она российская. Поэтому, конечно, есть еще библиотеки в регионах, и в том числе и в новых регионах, которые остро нуждаются в детской литературе. Марья Сергеевна также очень справедливо добавила о системе контроля, которая с 2025 года будет работать. Вот рядом сидит ее коллега Вадим Валерьевич Дуда, директор Российской государственной библиотеки, легендарной Ленинки. И фактически мы будем в режиме онлайн видеть каждую российскую библиотеку, какого рода литература запрашивается руководством этой библиотеки, в чем они нуждаются. И я надеюсь, что в течение ближайших лет острая нехватка литературы будет решена не только в новых регионах, по которым существовала отдельная программа, и была очень серьезная работа проделана в последние 2 года, но и, конечно, во всех остальных регионах, где детской и взрослой библиотеки дожидаются еще очень много учреждений культуры. Нет, ну это все хорошо, красиво звучит, но надо все-таки посмотреть по перераспределению трансфертов и с коллегами в регионах проработать. Здесь вот Марья Александровна права, нужно, чтобы эта литература доходила до небольших библиотек в малых населенных пунктах. Вот что. Мы проработаем это вместе с региональными министерствами культуры. Владимир Владимирович, обязательно отдельное внимание уделим этой проблеме. Спасибо. Спасибо. По поводу школьных библиотек хотел добавить Сергей Вадимович Степашин. Пожалуйста, Сергей Вадимович. Добрый день, Владимир Ильич. Ну, видимо, не так сел снова. Что касается школьных библиотек, спасибо, вы дважды подняли этот вопрос. В прошлом году и сейчас, и вот и Мария Владимировна вспомнила. Вот в отличие от детских библиотек, со школьными у нас, мягко говоря, похуже. К сожалению, вот Сергей меня слышит, Кравцов, недавно мы вместе собирались и работали над этой тематикой. У нас 40 тысяч школ, 40 тысяч школьных библиотек, так вот, после развала Советского Союза ими никто не занимался. Практически никто не занимался. Книги устарели, программы поменялись, поэтому у нас есть несколько предложений. Ну, первое, мы сейчас составили список проблемных регионов, вот примерно то, о чем говорил Деняпина сейчас, то есть там, где действительно критическая ситуация, где и средств не хватает, и бюджета не хватает, и так далее. Второе,
в первую очередь должны пойти книги, которые обязательны для школьных программ. Сегодня у нас один учебник, вы знаете, по литературе, слава богу, поэтому проблем здесь не вижу. Для внеклассного чтения Российский книжный союз подготовил целую программу, вот Сергей Сергеевич ее передал, он ее видел в форме альбома, где мы рекомендуем, готовили эксперты, специалисты, она не с воздуха взялась, то, что необходимо для внеклассного чтения. Это историческая литература, художественная, естественно. Это произведения Великой Отечественной войны, специальной военной операции. Все, что касается патриотического воспитания нашей молодежи, о чем мы неоднократно говорили. В течение месяца мы договорились с Сергеем Сергеевичем, все документы будут подготовлены в части, касающейся подготовки программы. И последнее, о чем я хотел здесь сказать, в части, касающейся школьных библиотек, то, что в Российский книжный союз входят крупнейшие издательства нашей страны и небольшие. Книга для детей в школьной библиотеке с доставкой будет стоить 270 рублей. Вот вы поставили задачу по детской книге, помните, да, 3000 рублей на 10 книг. Мы даже подешевле это сделаем. Тем более, вы знаете, у нас есть опыт. Помните, 2 года назад вы нам дали 1 миллиард и поручили РКС этим заняться. Замечательные книги, все дошли до школьных библиотек. Наши новые, не новые, какие не новые, наши исторически освобожденные территории. Опыт у нас такой и есть. И просьба, Владимир Ильич, дать поручение все-таки правительству подготовить специальную программу по оснащению школьными библиотеками их фондов до 2030 года. Цена вопроса большая. Как бывший председатель Лечебной палаты не буду цифрами тут всех пугать, но поверьте мне, это нужно. Особенно для тех регионов, где кроме школьной библиотеки ни магазина нет, ни обыкновенной библиотеки нет. У нас, увы, таких регионов достаточно много. И последнее, коль Елена дала мне слово, Елена Александровна, мы активно работаем вместе с Минцифрой и Минкультом по проведению книжных фестивалей. Вы дали хорошее поручение и всколыхнули многие регионы. Сейчас идет на Красной площади, будет время, я понимаю, какое у вас время, можно будет сходить посмотреть, я знаю, вы тоже любите книги. Блестяще провели в нашем родном Санкт-Петербурге и Ленинграде на Дворцовой площади. 500 тысяч человек пришло. И уникальная цифра, я сегодня разговаривал с руководством города, 11 миллионов граждан нашей страны на Дворцовую пришли через онлайн. 11 миллионов. Такого в Питере не было еще никогда. Недавно был на замечательном фестивале в Уфе, он блестяще прошел. В 29 регионах пойдут фестивали. В том числе в Белгороде и в Курске. Причем в Рыльске, там, где родился Даниил Александрович Гранин, премию которому учредили, вы его лично прекрасно знали. И, кстати, в Курск по просьбе Хинштейна мы направили бесплатно 45 тысяч книг. В те библиотеки и в те школы, которые нацисты, которых вчера примочили по-хорошему, уничтожили в Курской губернии. Так что, Владимир Ильич, будем работать и дальше. РКС всегда с вами. И, пользуясь случаем, Владимир Ильинский на меня смотрит внимательно, спасибо за Пороханова. Вы знаете, мы представили его на Героя труда, позавчера он стал Героем труда. Он пишет замечательные произведения на хорошем русском языке. Спасибо, Владимир Ильич. Спасибо. А я попрошу Сергея Сергеевича, министра просвещения, прокомментировать то, что было сказано. Сергей Владимирович, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, мы действительно по вашему поручению, Владимир Владимирович, наверное, впервые провели такой мониторинг всех школьных библиотек. Он проводился 3 месяца, и мы проанализировали все 39 тысяч школьных библиотек, такой глубокий анализ вместе с экспертами, Книжным союзом, Еленой Александровной, Советом. Действительно, есть потребность в качественной литературе. То есть, если в целом посмотреть, литература есть в школьных библиотеках, но вопрос ее качества. У нас, к сожалению, Владимир Владимирович, вы знаете, фактически каждая школа работала по своей программе, не было списка внеклассной литературы. Сегодня у нас единая программа по литературе, на основе которой делается государственный учебник, о котором Елена Александровна сказала, и в течение 2 лет мы договорились, такой учебник будет на тех принципах, о которых только что Елена Александровна сказала. И мы подготовили список той литературы дополнительной, внеклассной, которая должна быть в каждой библиотеке, в том числе с учетом тех предложений, о которых сказал только что Сергей Вадимович.
Поэтому нам еще нужен месяц, Владимир Владимирович, чтобы мы вам полностью представили разбивку вплоть до каждой школы, по каждому региону, где действительно потребность необходима. Потребность большая, но ее сразу не решить. Вот до 30-го года уверен, что с вашей поддержкой мы эту задачу решим. Хочу сказать, что у нас все новые школы и школы после капитального ремонта по вашему поручению оснащаются соответствующей литературой. Но вот есть школы, и библиотеки школьные, которые требуют обновления по тому нашему общему списку рекомендованной литературы, который соответствует школьной программе. Поэтому прошу дать поручение в течение месяца доработать наши предложения и с Еленой Александровной, Сергеем Владимировичем представить их вам на обсуждение. Хорошо, договорились. Пожалуйста. Спасибо большое. Коллеги, вот из тех, кто просил слова, заключительным был Александр Алексеевич Шаганов. Пожалуйста. Спасибо. Сердечно благодарю, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, за возможность высказаться. И, конечно, за прозвучавшее в начале нашей встречи предложение организовать и провести всероссийский конкурс песенной поэзии имени Николая Николаевича Добронравова. Песни, образно говоря, это душа народа. Они сопровождают нас в колыбели, их напевали нам наши матушки, по ним иностранцы изучают русский язык. И песенная поэзия является неотъемлемой составной частью всего литературного процесса. Но при этом песня самый доступный по восприятию и самый демократичный вид искусства. Песни зачастую эмоциональнее и точнее скажут о судьбоносных событиях, чем даже большие романы и кинематограф. И пускать песенное искусство на самотек нельзя, опрометчивает. Оно требует и внимания, и поддержки. Песня, как правило, начинается со стихов. Бывает, конечно, и обратное. Кстати, как говорил Николай Николаевич Добронравов в наших встречах, сочинить на музыку – это перевести с языка музыки на язык слов, да. Но чаще все-таки в начале песни слово, поэтическое слово. И среди любимых нашим народом песен, переходящих из одного поколения в другое, нет ни одной с невнятными, случайными строками. «Пой песню, поэт, пой», – восклицал Сергей Есенин. А Борис Пастернак говорил, что песня – это неслыханная простота. И конкурс песенной поэзии, представляется, мне будет ориентирован на день сегодняшний, но при этом на продолжение и развитие тех традиций, да, где образность, исповедальность, искренность, всего то, что заждался наш слушателей. Потому что так как любят песню в России, еще поискать по миру. Будем искать и не найдем, всех перепоем. Конкурс, мне представляется, сформулирует своеобразное большое песенное вечер, заинтересованный вдумчивый разговор всего общества. Потому что упреков в современном песне накопилось достаточно. Точнее, даже к тому, что предлагается к прослушиванию. Новых имен и новых авторов нам недостаточно. В рамках конкурса предусмотрен цикл образовательных программ, сродни историческим хроникам, посвященным песням, что составляет наш золотой запас и их создателям. Предыдущая плеяда выдающихся сочинителей не гнушалась, точнее, считала незазорным свое предназначение как поэт-песенник. А сегодня поэт-песенник звучит как-то уничижительно, как крестьянин без лошади, понимаете, где-то все на задворках. Все по красной дорожке шагают, а поэты-песенники все как-то через сени. А народ-то поет словами этих самых поэтов-песенников. Особое внимание конкурс, я считаю, должен уделить новым патриотическим песням, которые создаются не ради конъюнктуры, не на потребу дня, а прежде всего по творческому порыву авторов, обращенного к этой высокой теме. И если у молодого автора не хватает пока творческой мускулатуры, замысел хороший, а умение воплотить высоко художественно пока не получается, то путем наставничества поможем. Да, это в традициях наших, да, взять на буксир, проявим себя и, как говорится, над рейской работой. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемая Елена Александровна, проведение именно всероссийского конкурса песенной поэзии, надо сказать, впервые, в нашей песенной страны, впервые будет такой проходить, да, форум, даст возможность молодым авторам со всех уголков страны предоставить свои работы. И, мне кажется, не будем сдерживать участников возрастно, как любят там до 35 лет. Потому что Михаил Танич первую свою песню написал, когда ему было уже 39.
Наградой, поощрением победителей, как уже сказала Ирина Александровна, могут стать песни, написанные на стихи участников известными композиторами. Композиторов привлечем, да, рычаги имеются. Надеюсь, что Александра Николаевна Пахмутова нас тоже в этом поддержит. Да. Думаю, что вот при вашем согласии, Владимир Владимирович, мы могли бы запустить этот конкурс уже в ближайшее время. Да, не ждать там осени. Просил бы вас поддержать, дать соответствующее поручение. Благодарю за внимание. Поэт-песник Шаганов. Спасибо. Да, полностью поддерживаю. Вот то, что вы сказали по поводу того, чтобы не писать на потребу дня, а только по зову, так сказать, по душевному, по зову сердца. Но и на потребу дня тоже нужно писать талантливо. Вот тоже Николай Николаевич Добронравов мне как-то сказал, спросил, вот тема какая наиболее сейчас, вот как вы считаете, наиболее важная для государства, для страны? Давайте мы обсуждаем, говорим на эту тему. Вот. И подумаем, а мы потом с Александрой Николаевной могли бы подумать, как это все красиво, талантливо, грамотно оформить в интересах страны. Поэтому... Владимир Владимирович, я имел в виду, знаете, чтобы с холодным сердцем не писать, вот на высокую тему с холодным сердцем. Вот это я имел в виду. Вот. Александр Алексеевич, с нами не Чтобы поспоришь. подключать сердечную мышцу, автор должен. Согласен, согласен. От души. Спасибо. Да, конечно, поддержим, конечно, сделаем. Именно так, как вы предлагаете. Владимир Владимирович, список тех, кто хотел выступить, у меня завершился, а дальше... Да. Я хочу обратиться ко всем участникам нашей сегодняшней встречи. Если что-то есть из того, что не прозвучало, но вы считаете это важным для обсуждения, пожалуйста, только назовите себя, пожалуйста, даже, может быть, руку поднимите, чтобы камера вас взяла. Разрешите, пожалуйста, уважаемый Владимир Владимирович, ректор Института русского языка имени Пушкина Никита Гусев. Пожалуйста. Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за данное вами по итогам предыдущего заседания нашего Совета поручение учредить стипендию имени Людмилы Алексеевны Вербицкой. Правительством Российской Федерации проработано предложение об учреждении этой именной стипендии с 1 сентября 2026 года в случае выделения на эти цели средств в федеральном бюджете на следующий год. Эта мера будет способствовать формированию кадрового резерва русистов всего мира из числа перспективных молодых специалистов. В исполнении еще одного вашего поручения обеспечивается расширение практики предоставления иностранным специалистам дополнительного профессионального образования в области педагогики и филологии. В частности, речь идет о проведении для них стажировок в ведущих образовательных организациях России. Интерес к истории, русской литературе и нашим традициям неизменно высок среди образованного населения зарубежных стран. Кроме того, в последние годы русский язык все чаще воспринимается за рубежом как язык больших возможностей. Это фактор конкурентоспособности специалистов на рынке труда в разных отраслях экономики, в том числе для развития контактов, межкультурных проектов и международного сотрудничества. В связи с этим обучение русскому языку как иностранному становится все более востребованным. По этой причине необходимо обновление учебно-методического обеспечения. Должны быть созданы соответствующие современные учебники, учебно-методические материалы высокого научно-методического уровня, которые бы вызывали искренний интерес к русскому языку и России. В настоящее время по линии федеральных органов исполнительной власти, прежде всего МИД России, и подведомственных учреждений развивается экосистема центров присутствия России за рубежом. В частности, деятельность таких центров ориентирована на обучение, популяризацию и распространение русского языка в мире. Учитывая это, хотел бы предложить создать на базе одного из вузов нашей страны единый национальный межведомственный научно-методический центр по продвижению русского языка в мире. Просил бы вас дать поручение проработать этот вопрос и в случае вашего согласия к следующему заседанию нашего Совета совместно с правительством и МИДом России подготовим и представим вам предложение. Спасибо.
Никита Владимирович, хорошее предложение. Мне кажется, обязательно нужно подумать. Попрошу коллег из администрации, из правительства тоже проработать и поддержать. Мы как бы занимаемся по разным каналам этим вопросом, но если сформировать специальный центр, который будет это делать, мне кажется, что это пойдет на пользу продвижению русского языка. И очень хорошо, что мы вместе с вами известную работу, о которой вы сейчас, направление деятельности, о котором мы сейчас упомянули, связали с именем Вербицкой, потому что она была уникальным специалистом, замечательным человеком. Я имел честь и удовольствие работать с ней в университете вместе, а потом мы долгое время поддерживать уже отношения в том качестве, в котором я сейчас нахожусь. Поэтому вот такие вещи тоже надо фиксировать, и имена такие надо фиксировать. А идея сама по себе, по-моему, замечательная. Пожалуйста, кто еще? Владимир Владимирович, разрешите? Евгений Богатырев, директор Государственного музея Пушкина. Добрый день еще раз, уважаемый Владимир Владимирович. Удивительно, конечно, то, что сегодня, в канун дня рождения Пушкина, мы говорим об одной из самых главных проблем, сказать, о русском языке. Но это и проблема, это и, в общем, та тема, которая является для пушкинских музеев России также такой же важной, такой же серьезной, как и для учебных заведений, для многих других институций. И вот я хотел бы, конечно, от имени всех пушкинских музеев России, а у нас их 17, поблагодарить вас, Владимир Владимирович, именно на заседании Совета по русскому языку. В свое время вы поддержали нашу инициативу, и вышел ваш указ о праздновании в прошлом году 225-летнего юбилея. А вы, кстати, об этом вспоминали сегодня. И на основании этого указа максимум того, что можно было сделать в плане создания новых экспозиций, реставрации мемориальных домов, реставрации парков, это все было сделано. И сегодня мы можем говорить не просто о пушкинских музеях, которые расположены от Петербурга до Гурзуфа, от Калуги и Москвы до Оренбурга и Казани. Мы сегодня можем говорить о пушкинской России. Есть такое, уже сформировалось такое понятие, и практически каждый музей, где открыта и обновлена благодаря юбилею пушкинская экспозиция, сегодня как раз ведет разговор и так же, как учебник, представляет, сказать, и рассказывает о пушкинском русском языке, о великой русской нашей литературе и культуре. Кстати, в прошлом году, в юбилейном году, в наши пушкинские музеи пришло 3 620 000 человек, а большая половина из них детишки, которые, собственно, и постигают русский язык, и изучают русский язык благодаря произведениям Пушкина. Поэтому, сказать, от лица всех наших директоров и пушкинских музеев, Владимир Владимирович, огромная вам благодарность, и мы вас ждем, конечно, и готовы похвастаться теми результатами, которые нам удалось сделать. Ну и, конечно, вот вы сегодня тоже говорили о тех самых датах, благодаря которым, сказать, наши, в том числе и музеи, получают поддержку государственную. То, что сегодня прозвучало так ярко и верно по отношению к будущему юбилею Федора Ивановича Тютчева, это просто прекрасно. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Обязательно будем работать по этому направлению, 100%. Но я хотел бы сейчас вернуться к Сергею Сергеевичу. А что у нас с изучением Пушкина в школе? Это же у коллег прозвучало это. Владимир Владимирович, у нас в единой программе по литературе изучение Александра Сергеевича Пушкина, начиная с начальной школы. И сказки Пушкина, и стихотворения Пушкина. Дело в том, что когда была примерная программа,
и каждая школа фактически сама определяла, какие произведения изучать, то не всегда в школах должное внимание уделяли, в том числе изучению Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня большая часть программы посвящена изучению наших отечественных поэтов, писателей. И вы знаете, по вашему поручению большое внимание уделено изучению произведений Великой Отечественной войны. Пользуясь случаем, я тоже хочу об этом сказать. Годовщина Великой Победы в этом году. Поэтому и мы рекомендуем, Владимир Владимирович, вот те произведения дополнительные, для дополнительной литературы, для библиотек, тоже в основном наших классиков, и в том числе Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому вот тот золотой стандарт нашей литературы, он отражен в программе. Но я о чем еще хочу сказать, можно, пользуясь случаем, и в чем я вижу проблему, вот мы видим проблему, это в современных произведениях. Вот вы поддержали сейчас конкурс на песни, это очень важно, не хватает современных песен для подростков, детей. Мы объявили конкурс на фильмы для подростков, вдохновленные детством, и получили 7500 предложений. Надеемся, что фильмы, вот мы и с Карен Георгиевичем Шахназаровым это обсуждали, что эти фильмы будут сниматься, как раньше снимались хорошие детские фильмы, особенно для подростков. И, конечно, нам нужны произведения, я вижу, здесь Владимир Ростиславович присутствует, председатель Союза писателей, мы очень рассчитываем, что будут современные произведения именно для подростков, 5, 6, 7 класс, когда формируется мировоззрение школьников. Вот современных произведений нам очень не хватает. Спасибо. Но я согласен с этим. Хочу все-таки к Пушкину вернуться. Вы считаете, что в начальных классах и в старших классах все там уже выстроено, да, по поводу изучения классики, ну и в том числе Пушкина, да? С учетом программы, с учетом экспертов, то да, есть единая программа, которую мы утвердили, и с Еленой Александровной как раз проговаривали все те произведения Александра Сергеевича Пушкина и других наших классиков там отражено, как в основной, так и в дополнительной программе. Но если какие-то нужно внести изменения, мы всегда открыты, готовы поправить что-то, дополнить. Да, хорошо. Вот как раз я вот в этой части хотел закончить как раз вот именно этим. Я хочу обратиться ко всем коллегам, которые присутствуют сегодня, вместе с нами работают, обратиться с просьбой. Если какие-то идеи возникают, какие-то мысли, вы, пожалуйста, направляйте. Направляйте вот Елене Александровне, да, и мы с правительством обязательно это отработаем. Если вы видите, что где-то есть какие-то лагуны, пробелы, чего-то не хватает, пожалуйста, сразу, без всякого стеснения, мы для этого, собственно, совет существует, для того, чтобы реагировать живо на все, что вокруг нас происходит в той сфере, которой мы занимаемся, и вносить соответствующие поправочки своевременно. Спасибо. Так, пожалуйста, кто еще, коллеги? Можно мне, Жиганшин? Да, прошу вас. Жиганшин Камиль, писатель, Республика Башкортостан. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, на сегодняшнем заседании много было сказано о дополнительных мерах, направленных на сохранение и поддержку языков народов Российской Федерации и национальной литературы. Этой важной теме давно не уделялось должного внимания, так как на сегодняшнем Совете. Владимир Владимирович, огромное спасибо вам за это. И разрешите, пользуясь случаем, еще высказать пожелания авторов, пишущих на языках народов России. А именно, передать журнал «Дружба народов» ведение обновленного Союза писателей с тем, чтобы журнал в полной мере выполнял задачи, для которых он в свое время и был создан. Спасибо. Мы обязательно это посмотрим. Я сейчас прямо с голоса не могу сказать, да или нет, но ничего против не имею. С удовольствием, пожалуйста,
Да, он сейчас где находится? В чем ведении? А сейчас он в каком ведении находится? В частном. Да, скорее всего, акционерное общество. Да. Он в каком ведении находится? В чем? В чьих руках? Не слышно. Камиль Фархушин, слышите меня? Ну, в руках редакции, но и материалы, которые они публикуют, в общем-то, не способствуют росту патриотизма. Хорошо. Да, мы с этим обязательно разберемся. Надо понять, кому он принадлежит, этот журнал, это издание. Ладно? И обязательно это потом с вами, и с вами в том числе проработаем. Договорились? Договорились. Так, пожалуйста, коллеги. Что еще? Какие еще замечания есть? Предложения? Все? Что я хочу всех поблагодарить за участие в нашей совместной работе, за ваши предложения, за идеи. Обязательно все это обобщим, проработаем и будем учитывать в практической деятельности ежедневной по всем тем линиям, ведомства, которые были представлены в ходе нашей сегодняшней работы. Пожалуйста, Елена Александровна, есть что-то в завершении? Кроме благодарности, Владимир Владимирович, я думаю, что да, это исчерпывающе. Всем вам еще раз С наступающим. большое спасибо. Повторяю еще раз, все обобщим обязательно, будем иметь в виду и будем использовать в совместной работе. И еще раз хочу попросить вас в оперативном режиме, не дожидаясь следующей нашей встречи в таком формате, присылать свои предложения в администрацию президента. Всего вам доброго, спасибо большое и с праздником. Всего хорошего.